Я люблю готовить. У меня сейчас график 2 через 2. Короче, Саша мало того, что любит, он постоянно супы готовит. Ну, это супы, когда просто на обед на таке, там, когда она приходит. Она, наверное, работает рядом на так. На днях у них заболела кошка. Я готовлю кошки, блин. Она говорит, уже кошкам супы готовят. Я залажу в Google и смотрю, что можно приготовить из редьки. И оно столько выдает всяких рецептов. И с этому нельзя готовить. Ну, ранее все в этом мутили на тарке, там складная была ситуация. Зараз у нас 21 век Fox. Вось. Такая ситуация ведь Philips. Поехали. Приехали. О! Я еще морку добавляю себе дома, коли дома готовлю. Ну так. Тут не добавляем. Ну, такая страва пикантная. Зараз будет самое цікавое. Начинаем тиснуть. Я это роблю так. Яйка доставать. И не одно. Закон белорусской кухни посадил меня буза. Потому что Это я. Звичайно, буза мутил такие вечерины, коли там робили белорусскую кухню. Драники, сало. Яна простая. Яна такая досить грубая, скажем так прямо. Але ж чому гэта так? Тому що яна сытная, яна такая недорогая. Селянин, звичайний селянин белорусский, там не шмат що змінилося там, з 15 стагоддзя до нашого стагоддзя, но завжди неяк так вось гроші економить. Шпік, крамбамбуля своя. Ну, модно. Так. Соль. Тихо. Заклин. Вчера вот я приготовил уху сама. Ну, в смысле, не сама приготовила, а сама пояс сама. Сама. Люблю в фольге запекать всякую барбитурку такую. А я люблю выдумлять разные салаты. Все, что там в этой лязоне есть. Микки Маус. И все идет на некие салаты. Грецкая морковка. Кавалок хлеба берешь, там шпика сверху, а после там тем же кетчупом нечто такое написал, например, В. Это будет страва мать весь назву Володя. Так, ты муку сыпал чи нет? Я колись заработал такую некую белорусскую пиццу, там, здається, навіть квашеная капуста была. Ось. Но пицца была вкусная. Не, она была кислая. Насыпали муки, мы замутили такую вот жижу, массу. Все, насыпать будем. Так что? Attention. О! Тут все просто. Я так особенно не буду мудрагельця. Я просто чекаю, коли ось драники, вони так от, як соніки починають з гэтых боков і будуть такими пригожими. І гэта роблю вкусненько. Мне особисто ёсць прыкмет. Я заўсёды ведаю, ці трымаюцца драники, ці не першага драніка. Як ён ходзе, так все і буде. І по форме, і по померах, нават смак могу так сказать, які ён буде. Гэта і будуць такія недостойны. Ты думаешь? Соленая? Это просто сказка, это оргазм наступает. Каб зрабіць самыя смачныя дранікі, трэба іх рабіць вельмі хутка і аператыўна. А хутка падрыхтаваць на максімальным вогнішчы
на них наполненную пательню, и худенько их туда покидать еще, и худенько их снять, и смачно поесть. Ты только накладываешь. Блин, всю бы жизнь так. И просто, и дешево, и сердито. Ну, как бы, кучу можно делать разных вариантов. С фаршем, без фарша, там, цибули, без цибули, с напитками, без напитков. Я под водку. Под крепкий водку, либо под чай с лимоном. Настойка. Да, бульба она такая. Бульба — это единение. Бульба, она несет определенный даже генофонд, по-моему, она какой-то как-то влияет на Беларусь. Еще в каком-то плане. Он может ее любить или не любить, но он ее какое-то отношение у белоруса к ней есть. То есть он уже знает, он белорус про-западный, про какой-нибудь и западный. Ну, то есть... Про советский Беларусь. Мне кажется, что любой белорус все равно будет в глубине души любить Драть. любить драть. То есть бульба — это определяющий белорусский фактор. Нас поэтому называют бульбашами. Свояками, а бульбашами. Потому что мы такие, как бульба, мы всегда вместе, мы будем вместе всегда. Хочете замутить файную вечерину, замутите крем-бамбули наварите, наробите драников, будет самое и ценусь. Ну просто было бы желание, вот и все.